Сколько зелья, сколько наркотиков попадает в нашу страну? Немало. Сводки МВД в основном чаще всего сообщают о задержании наркораспространителей, а именно закладчиков, которых называют чернорабочими наркотического рынка. Среди задержанных, среди заключенных немало женщин. Еще одно уточнение: не граждан Республики Абхазия, то есть иностранных граждан. Ира, я хотела бы озвучить статистику. На данный момент в изоляторе временного содержания отбывают свой срок 26 женщин. Большая часть иностранные граждане. Есть и одна гражданка Белоруссии. 2 женщины – гражданки Абхазии. Мы находимся в изоляторе временного содержания МВД Республики Абхазия. Мы абсолютно ничего не знаем о заключенных по наркотическим статьям женщинах, которые вот-вот появятся здесь в нашей передаче. Спасибо за возможность. Должно быть, эти люди очень разные и с разными историями, с разной биографией. Получится ли общение? Не знаем. Будут ли откровения? Тоже не знаем. Главное, что согласились пообщаться с государственным каналом, с нами. Итак, Аргама вне студии. Здравствуйте и спасибо, что вы согласились с нами пообщаться, чтобы между нами были доверительные какие-то отношения, пока мы будем здесь общаться. Хотелось бы вам сказать, что мы представляем государственный канал. Дело в том, что очень часто в сводках МВД есть сообщение о том, что задержали одну женщину, вторую женщину, третью женщину, что эти женщины приехали из России, из Белоруссии, из Кыргызстана, иногда из Азербайджана и так далее. Вот такое ощущение, что география тоже расширяется. Я давно хотела вот изнутри увидеть эту ситуацию, в которой оказались вы. Находитесь вот в этой ситуации. Наверное, еще другие женщины тоже в такой же ситуации находятся. И причины, наверное, у всех почти разные, похожи на это, да. И вы, как люди, тоже, наверное, разные, ценности ваши тоже, возможно, не совпадают. Мы о вас не знаем ничего, вот ничего. Но мы понимаем, что тюрьма и женщины – это просто несовместимы. И когда такое происходит, не переживать это просто невозможно. Меня зовут Анна Ирина Шотовна. Вы представите имена ваши, чтобы мы знали, как к вам обращаться. Меня зовут Юлия. А сколько вам лет? Сколько вам лет тоже, вот говорите? Да. Мне 31 год. Да. Вы из? Я из Ростова-на-Дону. Меня зовут Роза, мне 38, Москва. Диана, 35, Екатеринбург, но тут. Меня Гуля, мне 52, Москва. Юля, 39 лет, Украина. Как вы себя чувствуете? Как проходит ваш день? Какой у вас режим дня? Ну, у нас прогулки по часу утром, вечером. А так в основном чтением, зарядками занимаемся, каждый своим делом. Проснулся, умылся, позавтракал, походил, открыли дверь, пошел погулял, чуть подышал, размялся. Потом опять заходишь, опять какая-то забота, потом какое-то кино. Кто рисует, кто читает, кто чем занимается. Сколько вас человек в камере? 5. У нас тоже 5. У нас 4. А вот между вами отношения как складываются? Отношения нормально. Я, например, как мусульманка, у нас отдельная мусульманская камера. Нас 4 девчонок, которым мы все молимся, читаем. Ну, естественно, тут и Бог один, веры разные, но мы все абсолютно все нормально общаемся. Ну, расскажите о семье. Вот кто у вас дома, и кто вас ждет, и сколько детей, и вообще чем дети занимаются? Да. 3 детей, младше 4, среднему 7, старшему 13. Они с моей мамой в Кутоле находятся, живут как бы
в школу там ходят. Здесь вот я хотела добавить, что все хорошо, как бы нас не ущемляют, все отлично. Единственное, что вот когда дома семья находится, об этом сердце болит. Как так получилось, что мама в Кутоле? Расскажите свою историю. Тяжелая история такая. Я вообще работала преподавателем в кутольской школе, английский язык. Потом что-то пошло не так. Ну, бывает поворот не туда в жизни, роковой такой вот, за который приходится Так платить. вы не очень. гражданка России? Да, но мы переехали сюда, вот, и почти 5 лет назад. Супруг есть? Нет, мы разведены, и я как бы, я мама и детишки. Вот так вот всегда жили вместе. Вот. Ну, как бы потом вот случилось то, что случилось. Давайте до того, как случилось, расскажите о своей жизни до того, как вы попали в тюрьму. До того сначала я жила в Джигердах, там в школе преподавала английский язык. Потом мы переехали в Кутол и с мамой, с детьми в Кутоле жили. Все было хорошо. Раз вы преподаватель, значит, вы учились в университете. Да. В каком университете, закончила в каком городе? Институт международных связей в Екатеринбурге. А сидите сколько времени уже? 10 месяцев. 10 месяцев. То есть детей вы не видели 10 месяцев? Они приезжают на свидание раз в месяц. Да. Как они спрашивают, почему вы здесь находитесь? Как вы им это объясняете? Они вообще присутствовали при моем задержании, поэтому очень все так было довольно трагично для них, ну и для меня. Какой у вас срок? 15 лет общего режима. В каком году вы выходите? Я так не считала, но через 6 лет с чем-то примерно. Присоединяйтесь к разговору. Расскажите, вот Роза же вас зовут. Какая у вас была жизнь до того, как вы попали в тюрьму? Я родилась и выросла в Москве. У меня там брат, дочь 13 лет. Она на данный момент с ним находится. Сказать, что что-то такого особенного было в жизни. Я в основном постоянно дома сижу. Ребенка жду со школы, пока брат придет. Как зовут ребенка? Нелли. Даже работа в основном тоже заключается все дома. Иногда там пекла торты, иногда людям помогала со спиной, еще с чем-то. Я постоянно находилась дома, я могла выйти только в магазин. Вы, пожалуйста, расскажите о себе. Я родилась на севере, в городе Новый Уренгой. Затем мы переехали в Ростов-на-Дону. Дома у меня дочь, 11 лет, Алена, мама. Работала я в сфере торговли, потом, к моему сожалению, так вышло, предложили работу курьером, и я не знала, к сожалению, что мне нужно доставлять, перевозить. Кто предложил? Это все интернет-услуги, предложения в интернете, переписка, заработная плата высокая. Ну, я согласилась, приехав сюда, и потом уже, естественно... Какую сумму предложили? 100 тысяч в неделю. Через сколько лет вы увидитесь со своей дочерью? Я уже очень скоро, через 9 месяцев. Я Вы к концу года уже освобождаетесь, да? Да. Я сижу уже 4 года и 2 месяца. И в этом году... За это время вы виделись со своим ребенком? Нет, ко мне не не оттуда, да, далеко ехать, не приезжаю. Общаетесь, может, по телефону или письма? Да, нам руководство предоставляет звонки. Мы просимся, нам разрешают сделать звонок. Общаемся с родителями, Как у вас, с детьми. у вас есть общий стационарный телефон, да? Да, Вот так вот мобильных телефонов нет. У вас нет, и понятно, это не предусмотрено. Но, пожалуйста, вот гражданка Украины, да, вот что было до того, как вы оказались здесь с вами? Как вы жили, чем вы занимались? Работала в сфере торговли, был сын. Почему был? Ну, есть сын, есть. Сейчас есть и сын, и дочь. Здесь живу с 2014 года. Была замужем. Замужем в Абхазии? Да, гражданский брак. Ну, дочка маленькая, вы сказали, Да, и дочь ей еще 7, есть. 7 лет. сыну 13. Ага. Сыну 13. Почему вы переехали в Абхазию? Как это произошло? С гражданским мужем познакомились по интернету. Он пригласил жить сюда, переехали. Абхаз? Армянин.
из Кыргызстана, Гульнара, да? Да, Вы я когда вообще... сказали из Москвы, но Я родом вообще, родом, я видимо, родилась вообще в Киргизии. Ну, гражданка России давно я в Москве живу. Я вдова уже, у меня уже внуки, дети уже взрослые. В Москве давно живу. Ну, я просто, честно говоря, еще у меня 10 месяцев, сейчас еще идет расследование, пока судов не было. Да, вы ждете приговора, да, пока еще вы не осуждены, пока да? нет. Родителям мне уже под 90 лет, что единственное, что мне родители не знают ни о чем. Они не знают, да, родители Я не могу знают. им сказать. Да. Я единственная дочь семьи, я не смогу. А чем вы занимались до того? Я вообще? занималась, Профессия у вас? вообще я сама историк. Ага. Я сама историк. Преподавали в школе? В школе преподавала. Раньше я в Киргизии работала в суде долгое время, потом в Москву переехала. Там в Москве по сфере обслуги работала, магазины по-разному, дом работница работала, везде. Ну, потом, наверное, я думаю, что закон все-таки есть. Я по ошибке попала сюда. Все не могу рассказать, все не смогу. Не может. Просто у меня единственное, что очень жаль, сейчас вот в изоляторе сидишь, очень жаль, что многих как бы призывают, вот как Юрия рассказала, зовут на работу, курьером, там еще дальше, и потом попадают сюда. Это так прямо легко достается эта информация о приглашении на работу, там, курьером? Это легко или все-таки надо как-то где-то зарегистрироваться, глубоко куда-то внедриться и так далее, потому что мы понимаем, что многие, кто занимается наркобизнесом, настоящие поставщики, они глубоко анонимно сидят вообще в интернете. А вот как вы нашли, вот что вы открыли, что вы посмотрели, где вы были зарегистрированы? Я не искала, я просто с кем-то приехала и все. А, вы с Я кем-то даже приехали? не думала, даже не А думала. как вот, зачем вы ехали в Абхазию, скажем? Отдыхать. На 3 дня. Отдыхать на 3 дня, да? И что случилось? А с кем вы приехали? Там другая девушка у меня есть еще рядом. Другая девушка. Она тоже сидит? Да. Да. Ну, просто мы ждем приговора. Поэтому сейчас идет расследование, откуда, что, к чему. Вы ехали на отдых, вы так Да, считали, да. да? А она? Она тоже Ну, я считает? за нее я не могу сказать, не имею права. Вы считаете, что вас подставили? Что случилось? Ее подставили. Ее да. подставили, да? Даже пытались ее, за ней очень долгое время, месяцев ходили, что могли даже ее убить. По-разному, вообще по рассказам. Многие наши девчонки, которые попадают, по их рассказам тоже как-то за ними ходят. Я не знаю, кто их пытает, но пытается, что там пугает, что у вас семья, там дети. Ну, Это когда уже вас задерживали, за что вас задерживали и где? задерживали тут уже, в Абхазии, естественно. Ну, что нашли при вас? Ну, у Наркотики меня нашли? не было ничего. У нее были наркотики? Да. Какие наркотики? Вас Не вместе. знаю. Я не Вас знаю. вместе, значит, задержали, да, вы Я не считаете знаю. так? Но не было такого, что вы в Абхазии что-то искали, подработку какую-то? Нет. Абсолютно. Юля, сын, дочь, ну есть муж, я поняла, да, Нету, мужчина? уже нету. Уже нету, да? Его не стало после того, как с вами Я случилось? сижу то, за что- его А? убийство. Я сижу за его убийство. Вы за убийство сидите? Что может женщину сподвигнуть на убийство? Что произошло? А дети от него? Дочь от него, а сын с Украины. Вас уже осудили? Да, Осудили. 9 Сколько лет лет. вам 9 дали? лет. Что вы чувствуете? Вы считаете себя виновной вообще в том, что произошло? Конечно. Вину свою признали? Конечно. Признали. Можно было повернуть всю ситуацию в другую сторону, но я этого не сделала. Конечно, есть на мне вина. А вы можете рассказать? Ну, жили мы нормально, ну просто так сложились обстоятельства. Вы ссорились? Да, Ссорились? Да. были ссоры, было много Но с его ссор. стороны было рукоприкладство? Он вас обижал? Да, Обижал. Вы долго терпели? да. Долго. Я прожила 6,5 лет с ним. Надо было уехать. Можно сказать, что вы сожалеете? Очень, Мгм. очень. А кто сейчас? Вот вы Его видите родители сейчас сидят с моими детьми. Его родители? Да, А они смотрят ваших да, у детей, меня нет да? родителей. Они смотрят детей ваших. Они не обозлены на вас? На меня обозлены, но с детьми они все хорошо. Вашего сына тоже смотрят. Это же не их внук родной вроде бы, да? Но они смотрят, да? Да. Ну, мы приехали, ему было 4 года. А, в Он общем-то, вырос да. с ними, Вы вместе, поэтому, в общем-то, да. воспитали его. Да.
Вам разрешают видеться со своими детьми? Нет. Вы не видите своих детей. А вот выйдете на свободу. Кто вас ждет? Кроме детей, в принципе, никого. Дети ждут, да? Мамы как 9 лет нету, отца уже как 8 лет нету. Поэтому А как вы так решились с незнакомым мужчиной приехать в Абхазию? мы долго общались, он со всеми родственниками познакомил, и с мамой, и с детьми, и с племянниками, со всеми. Мы долго общались, долго и шли к этому. Как вы говорите, что-то так неожиданно пошло не так. Вы помните, как эта история развивалась в вашей жизни? С кем вы общались и как это произошло? Теперешним пониманием жизненной ситуации поняла, что человек в здравом рассудке не может принять такое решение. Я не знаю, почему я тогда его приняла. Вообще дело было пустяком. Мне нужно было закрыть долг один, просто закрыть долг. Какой долг, какая сумма была? Сумма небольшая была, 200 тысяч рублей. В принципе, большая, но это не миллионы. Как бы можно, в принципе, заработать летом, если поработать сезон, можно заработать такую, вот даже в Сочи поехать. Вот. Где закрою? Потому что я просила у людей, надо было мне, они требовали обратно. И я тогда эту проблему огласила у своих, знакомыми, когда разговаривала, в общем, в кругу общения, так переписывалась, с знакомыми ребятами, они сказали, есть вот так и так, можно курьером, там буквально неделю-две сделаешь, закроешь, все. Я говорю, хорошо, чем, вот делать такие вот, закладки нужно было делать. Я не употребляла, то есть к тому времени я не знала, что это такое. И я спрашиваю, это что такое? Это такое легкое, это ничего, это типа амфетамина, вот такие вот вещи. Назывался мефедрон, сейчас я знаю, что это такое. Но тогда, когда мне сказали, я думала, что мефедрон, что метадон, что еще, что для меня звучало одинаково, это дебри какие-то были вот такие. Говорю, хорошо. Я говорю, а уголовная ответственность, то есть это же, если это делать секретно, значит, это нелегально, значит, это плохо. Почему? Да ладно, ничего, да все этим занимаются, ничего тебе не будет, вообще ничего, сделаешь. Хорошо, сделано. Вы называли этого человека? Нет, Кто вам предложил? Да, это не один человек, это несколько людей, к которым я обращалась, все сказали, все хорошо, нормально, все будет. Они на свободе? Они не сидят? Нет, они не сидят, они не могут сидеть, потому что они ничего плохого не сделали, они просто мне посоветовали. А вы их не назвали? Нет. Был один человек, который сидит сейчас со мной. Нет, не со мной сидит, а со мной по делу идет, он не сидит. Но он не так виноват, как те люди, которые посоветовали. Он просто знал, чем я занимаюсь, но он ничего не делал. Поэтому он не настолько виноват, а тех людей Бог с ними, Бог им судья будет потом. Не докопались до этих людей, которые вам эти дозы давали, чтобы вы делали закладки? Кто давал? Нет, дозы я не знаю. Кто давал, это вообще делается через телеграм-канал. Я не знаю этого человека, мы не знаем никогда, кто дает. То есть, нет. Как эта система работает? Расскажите, как вы через телеграм-канал получаете сообщения? Как это происходит? Можете рассказать? Регистрируйтесь в телеграм, то есть профиль должен быть анонимный полностью, без каких-либо имя не мое, фотография не моя, все не мое, страна не моя, все. Вот, и дается человек, который тоже не знаю кто, он пишет тебе адрес, скидывает, где ты идешь, поднимаешь эту вещь. Сначала мало очень, потому что он же тоже не знает, может, ты бросишь его и не будешь делать свою работу, Я просто все месяцы, что провела здесь, это борьба за выживание, чтобы не лишиться рассудка, когда не можешь видеть своих детей, не можешь их воспитывать из-за того, что я сделала какую-то страшную ошибку, эта ошибка изменила всю жизнь радикально, и она никогда не будет, как раньше просто. По сути, я думаю, если я могла себя убить в тот день, я бы себя убила, если бы вернулась обратно, но, к сожалению, не могу это сделать. Вы успели сколько закладок сделать? Какое время это продолжалось? Время примерно это месяц-два, наверное. Но это не то, что каждый день я ходила. Это не каждый день было. И потому что я все-таки боялась, что я совершенно одна все это делала и думала, что все. Я сейчас выйду, и меня кто-нибудь убьет, потому что не настолько мне говорили,
уголовную ответственность. Если бы мне сказали, что тебя возьмут и посадят, все, я бы... А мне говорили, что если тебя увидят местные наркоманы, они тебя прибьют. Это было звучало довольно страшно, да. А в принципе, что-то почти подобное произошло, но как предупреждение, но меня это не остановило. Уточним, да, вот сколько месяцев вы работали, делали эти закладки? Ну, если брать прямо, что вот дело, это несколько дней будет. Несколько дней, да? Это вот не скажите, такой... за одну закладку сколько вы зарабатывали, сколько вам обещали? 1500. 1500. Вы успели что-то заработать? Да, я успела, но... кстати, долг, ради которого я это делала, я его не закрыла, потому что деньги, которые у меня были на закладке на на телефоне у меня, нам же в биткоинах выплачивали, надо было потом их через Сбербанк переводить в рубли уже. Еще раз, вот это я, например, не знала, вам через биткоинами оплачивали? Да. У меня было приложение блокчейн, и там перевод, туда поступали средства, и потом надо было, опять же, платить комиссию, переводить их уже, я через Сбербанк делала в деньги. Вот у меня часть денег была отдана людям, а другую часть, я не знаю, она потерялась, она была на телефоне, у меня телефон в следствии, я не знаю, куда она делась. Вот. Как бы наняли, наркокурьера, да, вы учительница английского языка. Вы не говорите... Мать, детей. Я думаю, что учительница английского языка, и я думаю, что у вас хорошее образование, и вы видно, что человек очень и так далее. И все, вот и мама 3 детей, вот вы понимали же, что вас поймают? Понимали, что вас поймают? Или вы надеялись на то, что вы спрыгнете? Вот вы собрали деньги, заплатила долги и спрыгнула. Да, вот был смысл в этом весь. Но... Сколько вам нужно было времени, чтобы заплатить долг и уйти? Скажу вам одну вещь. Давайте. Вот это вот проблема большая, наверное, многих людей. Я могла бы закрыть его, потому что я почти заработала эту сумму. Но дело в том, что детишки, я посмотрела, надо поменять им гардероб. Взяла вещи для них, потому что не было раньше такого, что мы идем в магазин, допустим, я могу им купить все, что они попросят у меня, да, все равно зарплата преподавателя, это зарплата преподавателя. Они спрашивают, мама, можно взять вот это? Я раньше говорила, нет, возьмем только вот это, потому что на то у нас не хватит. А сейчас говорю, берите все, что хотите. И вот у нас было такое, что получается, эту сумму, которую первую я заработала, мы на их переодели, переобули, там еще день рождения доченьки была, я там тортик заказывала, все это я сделала. Да, вы почувствовали какой-то достаток, и теперь тяжело было вообще идти. Сейчас я заработаю долг, а как раз я только начала, думаю, все, заканчиваю, и все. Так в чем мораль? В том, что детям не нужны были ни эти игрушки, ни эта одежда, ничего, им нужна была мать рядом сейчас, которой у них нет. Они вспомнят эти игрушки, которые у них были, нет. Они вспомнят, они ничего из этого, они вспомнят, что мама сделала что-то, из-за чего ей пришлось их бросить на какое-то время. Да. Вот у вас есть сын? Да. Ведь Двое сыновей, дочь. Вот. А если кто-то из них начал бы употреблять наркотики? Я против употребления наркотиков, против всего этого. Я вам говорю, что здоровый человек, я не знаю, что... Вот есть такое выражение «черт попутал». То есть я согласна с тем, что есть любое наказание по своим делам, это правильно. Если бы мой ребенок стал употреблять, я бы тоже... нет, это была трагедия, какая-то трагедия во многих семьях, я знаю. Вот я вижу у Розы все время глаза влажные, очень грустно, я думаю, что очень тяжело. Так я вас чувствую таким образом сейчас. А с вами как случилось? Вы говорите, что мне не нужно было работать, я в основном находилась дома, воспитывала своего ребенка. Муж вас обеспечивал? Я в разводе, но мне не нужны были деньги, я в Москве непростой человек, и мне денег хватает. Я сюда приехала на сутки, я должна была вылететь в Москву вечером. А что дальше произошло? А что вы хотели в Абхазии на сутки, что приехать? У меня тут был молодой человек мой, с кем я встречалась. И с учетом того, что у меня дети постоянно дома, дети сказали, если ты хочешь отдохнуть, слетай на 2 дня. Я прилетела в Сочи, прилетела сюда. А молодой человек из Абхазии был? Нет, он тут просто тоже отдыхал. Отдыхал в Абхазии, да? И что произошло? И дальше я должна была забрать сумку, я позвонила брату купить билеты, вылететь в Москву, чтобы я улетела, потому что я тут сутки пробыла. Остановили на посту, а дальше
как бы не хочу больше А чья комментировать. сумка? Что за сумка была? Ну, сумку забрать и вылететь домой. Мою, с вещами. Да, и вылететь домой на вечернем рейсе. Вот так я дальше оказалась тут. А что дальше было в идет сумке? следование. Ничего, мои вещи. Ну а как же? Как вас задержали? Вы считаете, что не имели никакого отношения к наркотикам? Нет. А? Нет. Вы не имеете отношения к наркотикам. На сколько лет вас осудили? Меня еще не осудили. Не осудили, то есть, не знаю, мы, честно говоря, не юристы, не адвокаты, не следователи и так далее, мы обычные люди, гуманитарии. Вы спросили, я вам ответила. Я понимаю, что вы сейчас не скажете, что вы имели отношение к наркотикам, потому что идет следствие, вы ждете приговора и так далее, и мы будем выглядеть очень наивно, если мы поверим в то, что вы говорите, но то, что вы переживаете, это да, я вижу, Нет, что естественно, вы я очень переживаю. У меня но- дочка дома, у меня брат, которых я их вырастила одна. Естественно, сердце разрывается за моего ребенка, потому что мамы нет. А детей кто смотрит? Сейчас на данный момент мой брат с ней. Ну, он уже вырос, я его с 15 ращу. Он сейчас с ней. А что вам сказали, почему вас задержали? Ну, как бы я, если честно, не особо хочу распространяться по поводу этого. Дальше следствие покажет. Вы считаете себя наивным человеком, или вы умная женщина, но так получилось? Вот, оказывается, Вообще, есть то, что кто- полетела, Да. очень жалею. Столько было всего, чтобы я не летела. И я думаю, а что такого будет? 2 дня полечу и приеду. Вот полетела. Вы считаете, что вы абсолютно несправедливо попали в такую ситуацию? Она нелепая, она глупая, эта ситуация? Нелепая и или- глупая. Да, именно так. Вот так вот, да? Потому что что говорят ваши дети? Вот, Мои дети, мой ребенок, мне давали звонок. Извините, мой ребенок как бы все понимает. Она все знает. Она у меня очень сообразительная девочка. И как бы, как все, наверное, дети, ждет маму домой. Юля, а с вами что случилось? Как вы жили и как вы оказались вот в такой жесткой ситуации? Я музыкант. Вы музыкант, а на каком инструменте играете? Рояль, фортепиано, вокал профессиональный. Ну, у меня образование музыкальное. А что вы заканчивали? Музыкальное училище в Москве, когда я там проживала. Там заканчивала. Но я по своей специальности я не работала нигде. У вас Нет, была я семья, вот о семье расскажите. Да, конечно. В браке была, развелась с супругом. Ну, у меня дочь есть, 11 лет ей сейчас. А с кем она? С мамой с моей. С мамой. Да, в Ростове проживают. Мама вас ругает? Очень. Но вы знали, чем вы будете заниматься, когда ехали в Абхазию? Нет, это ВКонтакте рассылки рассылают, предлагают работу курьером. Есть просто ссылки на ВКонтакте, странице. Да, много есть говорят просто про контакт, ссылки. Да. И мне одно из таких сообщений пришлось работать курьером на территории Республики Абхазия. Заработная плата 2500 в день, работать от 4 до 6 часов. И я не знаю. Вы не спросили, что это за работа? Мне Таких сказали, подозрений не было? нет, приедете в Республику Абхазия, там освоитесь, вам все расскажут, что нужно делать. Не, ну вы же взрослая женщина и такая и образованная, и, в принципе, могли подумать, что либо наркотики, где обычно предлагают такие легкие деньги, либо, скажем, проституция. Что-то из двух, наверное, может, еще что-то есть. На тот момент, на тот этап моей жизни, прозвучит, конечно, банально, у меня была, очень тяжелая ситуация. В смысле, Я закрыла глаза вообще. Материально было тяжело? Ну, можно и так сказать, да. Да? Я закрыла глаза на то, что какая работа, что я быстро-быстро прямиком собралась, умчала. Какая это была тяжелая ситуация, что вас заставила? Я резко лишилась работы, в которой я посвятила там несколько лет, которую я любила. Я была товароведом. Я лишилась этой работы, не захотела возвращаться обратно. У нас в Ростовской области, с работой очень напряженка. Тяжело. И тут мне подворачивается такое предложение.
Я собираюсь, еду на заработки. Маме Конкретно говорю. к кому вы приехали? Нет, конкретно я никому не приехала. Мне просто сообщили, также в СМС-сообщение, что я туда-то, туда должна приехать, поселиться в такой-то, такой-то гостевой дом. Адрес, все. Я приехала, поселилась, мне оплатили. Приехала я 12 декабря 2018 года. Мне сказали, пока ничего вообще не нужно делать, просто так как вы не местный человек, просто ознакомьтесь там с Сухумом, посмотрите, что, как, с городом, чтобы вы знали. И все, и до 19 числа вот я, в принципе, знакомилась с городом. Вы тогда понимали, что это такое? Чем вы будете заниматься? Как не понимали, зачем вы с городом знакомились? Что вы Да, мне объяснили потом уже, конечно, да. Но работать я еще, соответственно, не начала. Как мне объяснили, что шли рейды, нельзя этого делать. И 19 числа вот я вышла на эту работу в 11 часов дня, а в час дня меня уже задержали. В первый же день вас задержали? Же день, да. Первый же день. Вы должны были сделать закладку? Да, я должна была. И когда я сделала первую закладку... Как вы этот момент вообще пережили? Вы представляете? Нет. И заработать-то тоже ничего не заработали? Абсолютно нет, как абсолютно это ничего. Абсолютно ничего. Я не знаю, как я пережила этот момент задержания. У меня земля с-под ног ушла в прямом смысле. Я поняла, что на этом все. Конечно, страшно было очень. А как сообщали своей маме о том, что Первое сообщила не я, а сотрудники СГБ. Они меня задержали. Она не поверила, бросила трубку. Второй раз ее набрали, точно так же отреагировала. Я говорю, давайте мой голос услышит она и поверит. Когда я сказала, да, мам, это правда. Она не верила. Я, в принципе, с наркотиками вообще никогда не связана была. Вообще. Так, кричала, ругала, отказывалась от меня. И дочери, говорит, не увидишь больше. Стыдно, для меня это стыдно. Какую сумму вы хотели заработать? У меня не было целенаправленно какой-то суммы конкретной. Мне сказали, вы 2 недели поработаете в Сухуме, вы получите 200 тысяч рублей. На что хотели 200 тысяч? Да нет, у меня не было цели, чтобы их там на что-то конкретно потратить. Вот они просто мне были нужны. Для семьи, для ребенка. Главное не потерять родителей. Потому что они уже старые очень, во-первых. Во-вторых, как сообщить я не могу. Я просто для нашей республики, вообще для моих родственников. Что им говорят родителям, которым по 90 или 90 лет? Где ваша дочь Гульнара? Что я работаю сейчас в другом месте, не в Москве. А что еще приходится сказать? Не могу. Я уже сама один раз уже перенесла микроинсульт. Был у меня уже микроинсульт, поэтому если я начну даже с ними говорить, если возможно будет по телефону поговорить, просто для меня это такое испытание, надеюсь на лучшее, надеюсь. Это все-таки для меня очень большое испытание в моей жизни. Очень рано без мужа осталась, сама воспитывала детей, с этими своими руками трудилась. Сколько детей у вас? 3. 3 детей воспитали. Внуков сколько? 4 внуков. 4 внуков. Вроде бы все у вас было хорошо. Благополучно, все было хорошо. Я просто говорю, что это где-то я такую ошибку, наверное, дописала. Обычно, как мы мусульмане говорим, что это для меня какое-то испытание. Но я должна это выдержать, осилить. Вы очень верующий человек? Очень верующий. Просто единственное, мне очень иногда трудно, когда я и до этого момента я читала молитву, а бывает, что... конечно, это очень такая статья тяжелая, и когда говорит, ой, вы как попали сразу молитву, значит, читать. Нет, это с малых лет.
У меня родители все читают молитву. Вот кто-нибудь из вас до приезда в Абхазию, до того, как это случилось с вами, вообще, вы знали о том, какая ответственность уголовная существует за распространение наркотиков, например? Вы знали, что здесь достаточно жесткое законодательство антинаркотическое, или вы этим абсолютно не интересовались? Я за себя могу сказать, нет, я не интересовалась этим. Тоже нет. Я не знала. Вообще. Нет. Про пожизненное лишение свободы тоже не говорили вам, и вы были не в курсе. При задержании При задержании мне уже сотрудники узнали, да. сказали, Да, да. теперь вы знаете, какие статьи и так далее. По какой статье в основном вы сидите сейчас? 224. То же самое. А как звучит статья 224? Распространение, За распространение хранение. сидите. В основном все Я сидят честно за- не знаю, какая Да? там статья. Какие-то жизненные ситуации, да, жизненные ситуации. И вы решили все же, ладно, заработать. Мне кажется, что вы, некоторые из вас, дурочек играли, будучи умными женщинами, играли дурочек, да, дурочек абсолютно, да. Вы не успели подумать над вопросом, что вот я вот там в укромном месте закладываю наркотики, да, дозы. За этими дозами придут чьи-то дети, чьи-то сыновья. От этой дозы, там, я не знаю, спайс или там еще чего, я плохо знаю название этих наркотиков, но есть, вы знаете, уже, наверное, синтетические, жуткие, от которых чаще всего получают ребята передозировку и умирают. Вы об этом не думали, честно. Вот вы вспомните, что вы думали, что вы вообще что-то прогнозировали. Ну, честно, как было? А как было, да. Если быть честной абсолютно, предельно, то в тот момент, когда ты совершаешь вот это, как говорится, закладки делаешь, нет, ты не думаешь о том, что с кем-то что-то произойдет. Это страх, в любом случае, это большой страх, когда ты это все делаешь, страх за себя, что тебя... Не, ну ты больше о чем Поймать. думаешь? Ты думаешь о том, что тебя могут поймать, и страшно за это. Ты боишься, Страшно, что поймают. это страх, А вот да. то, что там погибнет человек, вот, да, вот, это уже когда тебя задержали, и ты потом это осознаешь. это потом, всё когда думаешь. следствие или там это самое, скажем, тюрьма вставит мозги вот тебе, вот как положено, вот тогда начинаешь понимать, Осознаешь, чем да, ты что это вообще занимался. действительно. Да, а вы это на самом деле осознали или думаете, что ничего такого особенного мы не делали, мы никого не порезали, не убили, не расстреляли. Ну интересно, вы чувствуете, В что каком месте мы вы... находимся сейчас? Заключение. Да. По-вашему, мы не думаем о нашей вине сутками напролет, вот так вот, убиваем себя за то, что мы сделали. У нас есть дети, которые растут без родителей. И вам, вообще людям такое впечатление, что тот, кто распространяет, его надо убить, разорвать, как будто мы не люди какие-то. У нас тоже были какие-то причины, которые мы сожалеем очень, каждый день. У меня дети ходят в школу, не знаю, если над ними издеваются то, что у них мать сидит за наркотики, допустим. Я откуда знаю? Я знаю, что у меня у сыновей есть проблемы определенные, они не очень социализируют в школе по разным причинам. Я знаю, что не могу о них заботиться, были органы опеки, хотели у меня их забрать, детей, без основательных причин из дома, только потому что я сижу. И вот эти вопросы, если мы осознаем нашу вину, мы осознаем нашу вину. То есть нет такого человека, который, сидя в тюрьме, сказал бы, я тут сижу, потому что, случайно попал за конфетку, вот так вот. Юлия, но есть же люди, которые попадают, Диана, простите, которые попадают в 8-й раз. Да, но тут никто по 8-му разу из нас не сидит, насколько я знаю. Все по 1-му попали. И очень жестоко за это сейчас расплачиваемся не только мы, но и наши семьи. Да. Я Кстати, добавлю, мы думали, что и такого типа заключенные тоже осужденные придут сегодня на встречу с нами, но они не пришли. Есть же там, кто осужден на 18 лет и так далее. Но у вас тоже большие сроки. У вас же 15 лет в основном, да? 15, 10, вот. Но у вас другая статья, конечно, абсолютно другая, 9 лет, да? В общем-то. нет оправдания. Ни одного оправдания нет совершенному поступку нашему. За наркотики, я говорю.
Все это звучит как оправдание какое-то, но нет ему оправдания. Это сейчас искренне, не потому что на камеру, а это все Ой, нет, вы изнутри. что? Да, это все действительно искренне. Я достаточно много времени уже здесь провела. Все мои переживания, все мои нервы затронули, как и физически, мое здоровье. Здесь это... Вы сами до этого, вы сами вообще никогда не пробовали наркотики? Да? Я нет. Наркозависимых среди вас нет, получается. Почему в Абхазию? Почему в Абхазию, как вы думаете? Почему вы сюда именно попали, и с вами это произошло именно здесь? Ну, в моем случае мне сразу конкретно было сказано, что нужно ехать в Республику Абхазия. Мне не говорили, что у тебя там есть выбор, можешь поехать в Россию где-то по территории России. Нет, нужно на территорию Республики Абхазия. Я даже не задала вопрос, почему именно Абхазия. У вас сейчас нет мобильных телефонов, у вас нет никаких гаджетов, да, есть только стационарный телефон, то есть все достаточно жестко и сурово, да, все понятно, ограничения серьезные. Есть вот внутренняя убежденность, уверенность в том, что вы больше в этот проклятый телеграм-канал не заглянете, и вы не станете жертвой, да, вот этих людей, которые вот нанимают в наркокурьеры людей, да, или же вы уверены в себе? Вот испытание, которое вы сейчас проходите, вот, дает вот такую уверенность в себе, что вы дальше этого не повторите? Подождите, у вас есть эти вопросы? Можно вам задам? Конечно. Представьте, что вы живете без них, не можете их видеть 10 месяцев подряд. Вы бы согласились ради этого пойти на любую вещь, чтобы их увидеть? Если мне сказали сожечь себя заживо, вы себя сожгла, не то, что в Телеграм записаться. Побудило меня на это преступление мое положение. Я думала о ребенке, конечно, в какой-то, да, там степени, что я поеду, заработаю, и все будет хорошо. Но я ее все-таки оставила, получается, я не подумала о ней, как она вот эти года будет без меня. Но с уверенностью, за 100% я могу сказать, что я ни за что никогда в жизни больше ни на что подобное не пойду и не подпишусь. Никогда. Вот, Диана говорит, ради ребенка будут, они будут. Никто сложностей в жизни не отменял. Но я думаю, что найдется выход. Теперь я понимаю, что можно найти выход. В каком году вы освобождаетесь? Вот вы, которые осуждены уже, Диана. Я не знаю, честно, не хочу об этом думать пока. Да? Но через 6 лет. Поверьте мне, тут даже полгода, даже какое полгода меньше пребывания здесь, вдали от самого дорогого, что человека. Может быть, уже люди понимают, что они не вернутся. Ну, если у человека есть сердце и мозги, он поймет. Если нет, то там хоть 20 лет тюрьмы человека не справит. Тоже надо посмотреть. Но по первому сроку можно было бы менее жестоко обращаться, я думаю. Как вы это называете для себя? Это глупость, это ошибка? Очень тяжело, действительно, когда говорят, что вы преступники, да? Действительно, очень тяжело. Думаешь, вроде бы этого не совершал, сама не наркоманка. Очень тяжело, прям уже дышать не можешь, даже сидишь уже, думаешь, что ж дальше. Бывали такие случаи, те дни, когда вот уже сейчас 10-й месяц, особенно 2-й, 3-й месяц, уже хочешь даже себя убить. Как можно? Мои 52 года, я вроде бы всю жизнь честно жила. Как я могла тут оказаться? Каким образом? И также есть женщины, вот, которые, как вот Диана говорит, первые, они никогда раньше не были осуждены. Тут и были, которые уже были наркотики, которые они сами употребляли. Но мне кажется, тут женщины, естественно, уже не хотят к этому обратно возвращаться. Тут они многие осознали уже, осознают. Вот иногда я вижу, Диана готова на меня ополчиться, начинает со мной жестко говорить, похоже, что не всегда улавливает, почему я это делаю. Но знаете, вот если вы читали бы комментарии, которые бывают очень часто под оперативными сводками МВД, где сообщается, что задержаны там за наркораспространение, там, ну, там столько-то человек и так далее, у них изъяли столько-то грамма там чего-то и прочее, вот наркотических средств, люди начинают писать, сжечь их, уничтожить их, они негодяи, они убивают наших детей. Ну вот так вот пишут, понимаете? И сейчас вот
мы вот очень хотели и напросились на эту встречу и на общение с вами. Мы очень благодарны, на самом деле, вот, руководству МВД, потому что все-таки, вы понимаете, эта структура не может быть совсем открытой, как другие структуры и так далее. Тем не менее, вот они дали нам такую возможность. И мне кажется, что то, что вы сейчас говорите, для наших зрителей, многих, это будет иметь очень большое значение. Во-первых, им тоже вот хочется узнать, что это за люди, которые вот по наркотическим статьям сидят, и причем женщины, и столько женщин, что-то... Женщин становится все больше и больше, и география их расширяется, из разных республик едут в Абхазию заниматься закладками. Получается, что в Абхазии на эти закладки запрос вот такой вот серьезный. Но получается, что вся наша молодежь как будто вот, да, вот хочет искать наркотики, и такую возможность предоставляют те поставщики, которые, в принципе, нанимают таких, как вы. Таких, как вы, вообще называют пушечным мясом, кстати говоря, или вот чернорабочими, скажем, на наркотическом рынке. Да, и мне хотелось бы, чтобы здесь сидели бы другие осужденные, вот типа Марчук, который у вас сидит, я про нее знаю, но слышана о ней, но она сегодня не пришла на эфир, вот она не первый раз, по-моему, она попадает сюда, и у нее срок очень большой, 18 лет, и, насколько я понимаю, у вас там есть люди, сейчас не буду на одном человеке фокусироваться, с которым, кстати, нужен некий адреналин. Ну, это люди, которые уже живут с преступным менталитетом, скажем, да. Им это интересно, им это нужно, переоценка ценностей абсолютно не произошла, такие люди тоже есть. Можно я скажу, я вообще, если была бы у меня возможность, или потом уже, может быть, возможно, я бы даже не постеснялась, выступила бы в России, в Москве на передаче «Крик души». Сказала: молодежь, пожалуйста, не ходите по интернету, не надо эту работу искать. Идите лучше работайте техничкой, уборщицей, идите окна мойте, идите грузчиком или дворником. Пожалуйста, не ходите. Я не знаю, хоть кто-нибудь есть, хоть такой крик души сделать. Моей же нации, узбеки, другой нации, молодежь. Многие же не знают, они идут, они не знают. Хоть бы кто-нибудь им подсказал. Да и не иди ты, да не езжай ты в эту Абхазию, черт побери. Ну вот как и у вас, ну у вас я не знаю пока как, не будем о вас лично да, говорить. Ну это уже время, те, да. кто уже вот осудили и отбывают свой срок, да, у них есть иллюзия безопасности, что не поймают, какой-то срок поработаем, заработаем какие-то легкие денежки, и потом мы спрыгнем, да, но не получилось. Молодая девушка, которая сейчас, вот я за нее не могу сказать, тоже так же первый день же. Вот я у нее спрашивала. Которая не пришла, вот мы ее ждали, она не пришла, ей нет, это другая, года, это да? другая, наверное. Другая. Вот которая девушка, тоже наивная девчонка, очень хорошая девочка. С которой вы приехали? Да. Или Сам 24, наверное, 24. Да. Очень хороший человек, самая добрая. Она со мной 3 года же. Мы обычно в Москве снимаем квартиру. То есть 5-6 девочек. Никогда, чтобы за нее, чтобы я всегда на работе, никогда не... А тут вот такая, ну вот сейчас суд решает, мы уже дальнейшее. Поэтому я все откровенно не могу сказать. И также тут 2 девчонки, которые со мной сидят. Тоже я говорю, вы сами не упали. Почему вы пошли? Тоже так же на работу пригласил тот, потом 2-й, 3-й, и все, поехали. Хоть бы на... Я говорю, даже язык не знаю, куда вы ехали. Что дороже всего? Вот какая-то переоценка ценностей же произошла. Вот. Но до этого тоже я же не говорю, что вы были там какими-то преступниками и так далее с вами. Нет. Переоценка в том плане, что многие вещи, над которыми вам раньше не приходилось думать, сейчас приходится думать, глубже думать. Да? Вот. Что выше всего? Вот, чтобы люди тоже понимали. Очень много людей наивных, которые соблазняются, которые ищут легкие деньги. Да? Знаете, самое важное, тут идет переоценка времени, чему ты уделял время, когда был там, для меня это в другом мире, в миру, в общем. Вот за каждое слово, за каждый поступок ты сейчас как бы несешь ответственность и сожалеешь в разы больше, чем переживал за это на воле, когда был. Все время, что ты не уделил близким, что ты не сказал, не прочитал. Вот когда ребенок бывает, скажет: мама, посмотри, там нарисовала что-то, да? Ты говоришь: да потом оставь, я там, мама занята, мы когда заняты. Да, мне некогда. Вот за каждое это некогда, я клянусь вам перед Богом, я готова себя убить, когда вот за то, что им отвечала вот так, вот за то, что ругала их, когда было.
Это вообще, вот и ты лежишь, ревешь и вспоминаешь вот эти вот моменты и не знаешь, куда сидеть, потому что нет ребенка рядом, ты не можешь его обнять. Я не могу обнять мамочку, попросить у нее прощения. То есть цените близких, вот то, что Господь дал это время провести с любимыми людьми, потому что не факт, что завтра у тебя будет такая возможность. Я вот тоже никогда не зарекалась, то есть зарекалась наоборот. Тюрьма, где я, где тюрьма. Ничего в жизни нельзя зарекаться вообще, никогда ни о чем, я вот это вот поняла. И ценить близких и все, что каждый день. Вот вы не цените, допустим, извините, вы море, вот небо, воздух, деревья, вот все, что есть, а мы смотрим из окна, думаем, вот прикоснуться бы к дереву, там травку погладить. Дождь, когда слышим, идет, выйти бы под дождь вот так вот просто, вот, чтобы он на тебя падал, вот так вот. То есть это великий дар, то, что вы можете каждый день, и не цените в спешке, во всех этих делах повседневных, а действительно ценить надо каждую секунду жизни, каждую. А вот что бы вы хотели бы сказать людям? Очень многие люди сейчас заинтересованы, очень будут слушать вас, я уверена, да? Вот на что бы их сориентировали бы? Вот, чего они не должны вот делать? Вот никак не должны, что бы ни случилось, вот никак не должны. Вот что? Нет безвыходных ситуаций. Я могу сказать, что собственного опыта я хотела бы обратиться если ко даже всему. человек очень нуждается, Да, не вот. может кусок хлеба купить, дети, если даже голодные, скажем, даже вот такая ситуация, это оправдывает вот наркораспространение? Да? Есть храмы, есть социальные службы, есть просто люди пойти у любого. Нет безвыходных ситуаций, нет, я поняла здесь. Отсюда нет выхода. Ну, по крайней мере, через несколько лет. А нет, на воле, когда находится человек, нет безвыходных ситуаций. Пока человек жив, живы его родственники, близкие, все, можно найти. И денежку можно найти, и там можно найти. На легкие деньги, то есть да, это не это выход. я хотела и сказать, то, что легких денег не бывает. И не стоит. Абсолютно Вы не. считаете, что Нет. вы сломали себе жизнь? Да, я так считаю. Телеграм-канал, ВКонтакте, Да, они я вам полностью сломали сломала жизнь? свою жизнь. Нет, мы да. сами себе Этот ее отпечаток, он в любом случае останется на всю жизнь. Да, Психологический. До 29-го года кто из вас будет сидеть? Вот какой срок у вас? 6. Когда заканчивается ваш? Примерно в 29-м. До 29-го года в основном здесь будут сидеть вот те, которые осуждены, я имею в виду. Ну вот тут да? еще, кстати, кто-то и раньше. штрафы предусмотрены. Да, У вас да. штраф 600 тысяч, Диана. Вы должны выплатить. Кто выплатит? Я не знаю, когда его надо выплачивать, потому что я как бы вообще не знаю. После своего приговора я больше свой ни срок, ни штраф ни с кем не осуждала из-за вышепоставленных людей. Посмотрим потом Я не знаю, у меня есть вопрос к месту сейчас, или может попозже надо было его задать, но я вот слушаю вас и думала, вы видите светлое будущее? Есть у вас надежда, что потом, когда вы выйдете из тюрьмы, у вас все будет хорошо? Надо всегда надеяться на лучшее. На лучшее всегда. Вот когда вы молитесь, сейчас, что вы в молитве говорите, о чем вы вот просите Бога? Простите. Прощение. В первую очередь прощение. Ты совершал, не совершал прощение. Если я эту ошибку не совершил, где-то что-то я совершила, значит, за какую-то ошибку я сижу. Да, я не думаю о никакой карме, что меня там за что-то наказал Господь Бог. Нет, я осознанно пошла, знала, в принципе, да, что все, придется понести наказание суровое. Для меня сейчас самое главное – это прощение моей дочери. Все-таки я отсутствовала 5 лет в ее жизни. Я не принимала этого участия. Для меня это самое важное – ее прощение. Я всеми путями буду стараться возместить, как это правильно подобрать слово, я не знаю, все дать, вот эту вот всю любовь. Мы никогда ранее не расставались ни на минуту. Для нее это обида. Она не знает, конечно, где я нахожусь. В планах я пока не знаю, что меня ждет. Я сейчас очень сильно жалею о том, что я очень много чего пропущу из ее жизни. Когда больше всего-то нужен. Если даже не в интернете, вот по абхазскому телевидению, вот у кого тут семья, у кого здесь в Абхазии дети, они посмотрят и
посмотрят вас. Вот, например, Юля, вы детям своим что бы вы хотели сказать, тем более, что вам не разрешают видеться со своими детьми. Вот что бы вы им сказали? В первую очередь попросить прощения, что все так получилось. Сказать им, как сильно я их люблю, скучаю. Они мне очень нужны. Очень. По поводу того, что очень многие употребляют наркотики. Я когда забрала своего брата, когда моя мать умерла, ему было 14 лет, и я не знала, что я забираю. Потому что окружение, школы, у нас в России тоже наркотиков предостаточно. И каждый день я с ним разговаривала об этом, что это нельзя, что это не нужно. И я могу сказать, что я вырастила достойного мужчину. Он у меня не курит, не пьет, не употребляет. Потому что я ему всегда говорила на примерах. Например, смотри, что с тобой может стать. Это же может бросить наркотики только сильный человек. Слабохарактерный, к сожалению, нет. И не поможет ни клиника, ни стационара, ни таблетки, ничего. Я считаю, что родители должны больше разговаривать со своими детьми. И тогда я очень надеюсь, что этих наркотиков не будет. Я вот сейчас очень сильно жалею, вот как она сказала, да, Диана, что я где-то там говорила, да, потом поговорим, отстань, я устала, дай посплю, то, что это время. А сейчас вы нуждаетесь в этом общении, сами нуждаетесь, да, не только она, и вы очень нуждаетесь, конечно, в этом общении. Да, вот дети ваши, Диана, подрастают, мама такая живая, такая... Они недавно приезжали, вот позапрошлой неделе, мне средний сын Захарка говорит, ему 7 лет, мама, я хочу работать, я говорю, кем? Повар? Он говорит, я хочу работать поваром. Я говорю, отлично. Он говорит, я буду здесь работать и тебе кушать готовить. Вот здесь вот я говорю, хорошо. Детям своим что хотите сказать? Маме, которая вот их смотрит, воспитывает сейчас. И большая семья у нее, 3 детей. 3 детей воспитывать, смотреть не так просто, да. Что вы хотите им сказать? Я бы хотела сказать, что она у меня большая умничка, я очень люблю ее. И детишек, пускай держатся. Я обязательно выйду и никогда больше их не оставлю. Буду всегда рядом. И глупости больше таких совершать никогда не буду вообще. Никогда не повторите. Да не то, что такие... Да, да. А, кстати, вот после того, как вы оказались в такой ситуации, вас поймали, да? Вас поймали, да. А кто-нибудь из тех, кто вас ввел, кто вовлек вас в это, кто-нибудь пытался вам помочь? Вообще как-то искали вас, пытались каким-то образом поддержать? Нет, конечно, не было, да? Понятно, что вы уже не нужны этим людям, понятно, тем, кто все это организовывает. Мы нужны только Богу и нашим семьям. Хорошо. Вот, наверное, я не знаю, Анна, может, у тебя будет вопрос, но последний вопрос, который я бы хотела задать. Вот в основном те, которые приехали в Абхазию, приехали вроде бы отдохнуть на сутки, на 3 дня и так далее. Вот так получилось, что судьба ваша повернулась вот таким вот образом, да. Вот после того, как вы отсюда уедете, вот отсидели свой срок и так далее, как вы думаете, у вас есть желание вернуться в Абхазию, вот в другую Абхазию, не в ту Абхазию, где вы закладки делали в укромных местах, а вот в другую Абхазию, где все-таки живут, не только же наркоманы живут, просто в Абхазию, чтобы отдохнуть по-человечески, вот. Лично я, да, я об этом думала. У меня нет... Или вы как страшный сон, все, больше никакой Абхазии в нашей жизни не будет. Как у вас? У меня нет какого-то предвзятого отношения, но, в принципе, Абхазия, страна, люди, в чем виноваты? У меня нет никакой предвзятости. Я вообще в первый раз в Абхазии приехала, когда сюда. Я бы приехала, конечно, с удовольствием отдохнуть. В любом случае, да, ассоциация будет у меня где-то, но... Никто в этом не виноват. Почему бы нет? Перед тем, как все случилось, мы должны были снять дом и приехать с детьми на все лето. Единственная проблема была, что кошка и собака. Ну, отдыхать. И приехали бы, почему бы и нет. Конечно, город тут, например, при задержании нас тоже, да, вот при задержании
я не знаю, может, кому правда, но при задержании, например, даже до этого дня не было такого, чтобы там обычно мы говорим, ой, так относятся. Нет. Абхазцы задерживали, абхазцы посадили, но не было то, что там грубое отношение именно к женщинам. Нет. Да. Вы знаете, вот писатель Фазиль Искандер, я надеюсь, вы слышали его имя, был такой писатель, такой классик мировой литературы, вот считается он наш земляк. Он говорил, что глупость тоже часть человека, то есть он относился достаточно по-философски, скажем, к глупости человеческой. Очень многие вещи сейчас я слушаю, мне кажется, что столько наивности, столько глупости, и человек по глупости часто идет на преступление. Да? Вот. Если бы вы были бы абсолютно неграмотные люди, не читающие, не образованные и так далее, и вы не знали, что вас ждет впереди в случае, если вас поймают и так далее. Нет, вот вроде бы все было при вас, и при этом с вами вот такое произошло. Я думаю, если бы рядом в тот момент у меня лично находился человек, который бы меня смог предостеречь от этого всего, я бы, наверное, послушала. И ко всей молодежи, ко всем молодым, но не только молодежь, многие сейчас на это идут. Я лично просто, мой совет – держаться подальше от всего, этих заманчивых предложений. Легких денег нет и не будет, нельзя. Не стоит этого, но оно того не стоит. До общения с вами я мать 3 сыновей. И все время, когда мои сыновья задерживаются на улице, я переживаю. И в первую очередь, за что я переживаю? С какими друзьями сейчас они находятся? Есть ли среди них наркоманы? Могут ли их вовлечь в наркоманию? Могут ли соблазнить один раз попробовать? И в этой ситуации я ненавижу тех, кто распространяет наркотики. Как мать я испытываю к ним ненависть и никакой снисходительности. Вот это одна сторона моих мыслей сегодня. Вторая сторона, вот послушав вас, вы женщины, вы сами матеря, вы люди, вы у меня вызвали сочувствие. Я расплакалась, когда Юля сказала, что она скучает по своим детям. Я внимательно вас слушала. Я пыталась вам верить. Я не знаю, насколько вы были искренни. Я пожелаю вам, чтобы все это осталось в вашей жизни страшным сном, правильные выводы были сделаны, и чтобы дальше в жизни у вас наладилось. И главное, зрители, которые нас смотрят, я надеюсь, многие люди нас посмотрят и послушают вас, и они тоже сделают эти выводы и не повторят ваших ошибок. Конечно, обидно, что не пришли такие осужденные, заключенные женщины, которые думают абсолютно по-другому. Не так, как вы думаете. У них абсолютно полярный, скажем так, взгляд на то, что с ними происходит. Это люди, оказывается, они в меньшинстве, и слава богу, да, среди вот женщин, которые сидят вот здесь, они в меньшинстве, но им нужен адреналин, им это интересно, они абсолютно не считают себя виновными в чем-то. То, что они делают, они не считают грехом, и, наверное, они будут и дальше возвращаться сюда. Вот сейчас я скажу, наверное, очень, возможно, правильные слова, которые имеют отношение именно к вам, но не ко всем. Они захотели работать честно, работы нет. Они захотели работать бесчестно, работы сколько угодно. Это касается, наверное, тех людей, которые, оказавшись в какой-то сложной жизненной ситуации, вот они попадаются на удочку тех людей, которые занимаются поставками наркотиков, занимаются наркобизнесом. Но слова эти принадлежат Бальзаку, чтобы вы знали. Многие-многие годы, 10 лет, 15 лет, 18 лет находиться в такой жесткой изоляции из-за того, что ты вовремя не понял, за что ты взялся, это суровое испытание, это очень суровое наказание.
15-18 лет без близких, без родных, без дома, это просто кошмарно. И вообще, женщина и тюрьма – это абсолютно несовместимы. И думаю, что, ну, банально, но выше свободы ничего нет. Правда же, для человека выше свободы ничего нет. И дороже дома своего, каким бы этот дом ни был, это маленькая халупа, это дворец, не имеет значения. Видимо, дороже тоже ничего нет. И мы с Анной вас не осуждаем, вы уже осужденные.